Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях», с вами Петр Васильев. Девизом Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Сегодня у нас в гостях человек, чья работа связана с бережным хранением исторических ценностей нашего региона. Николай Макаров поделится своими впечатлениями от недавней экспедиции, расскажет о том, почему важно ценить и сохранять нашу историю. Николай Афанасьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте для начала о самом дне поговорим, что называется, о приятном. Вот, на ваш взгляд, почему так важно сегодня, во-первых, помнить о этой дате, и, что немаловажно, сохранять эту память об исторических местах, об исторических каких-то артефактах, которые эти места хранят? Если посмотреть историю сохранения наследия, то еще классики отмечали, что забота о прошлом, о памяти, о памятниках показывает взросление общества. То есть по мере своего развития общество старалось сохранить то, что унаследовало. Соответственно, когда наше общество чем больше внимания уделяет своему наследию, своему прошлому, пытаясь его сохранить, передать будущим поколениям, это говорит то, что мы развитое общество. И само собой разумеется, нет понятия, даже может быть у историков, что это прошлое, это настоящее, это будущее. Оно взаимосвязано. То есть прошлое плавно перетекает в будущее. Поэтому наш девиз звучит таким образом: не зная прошлого, невозможно понять настоящее и быть готовым к будущему. Поэтому это для нас очень и очень важно. Но это мы сейчас говорим о Международном дне памятников. Я да. так понимаю, что смысл дня гораздо глубже, чем просто вот выйти в условный сквер там, и навести субботник. Да. Мы в этот день по всей стране и по всему миру проходит работа по сохранению памятников. Их чистят, ремонтируют, о них говорят, проводят круглые столы, конференции. По всей России сейчас командированы сотрудники, чтобы принимать участие в научно-практических конференциях. Например, наши коллеги принимают участие в Ханты-Мансийске, были приглашены, в Бурятии прямо сегодня проходят конференции. Но Якутия имеет свою специфику. 18 апреля подпадает аккурат те дни, когда у нас фактически очень сложно чистить памятники и проводить научно-практические конференции. Но мы поэтому растягиваем, начинаем сегодня, 18 апреля, и продолжаем вплоть до завершения майских праздников. И никто не мешает в целом весь год заботиться и о памятниках, и о памяти об истории. Да, конечно. И особенные дни мы уделяем вот в эти декады. Николай Афанасьевич, вы как никто понаслышке знакомы, знаете, что такое вообще процесс сохранения исторических мест. Какая основная проблема, сложность вот именно для нашего региона сегодня? Сложности были всегда. Не было страны, нет страны и не было в истории нашей страны времени, когда можно было сказать, что мы не беспокоимся о памятниках, все хорошо. Потому что как только началась государственная политика сохранения исторического и культурного наследия еще при Петре Первом, потом и плавно до сегодняшнего дня, то эта проблема остается. И оно всякое время бывает что-то единое, что-то разное. На сегодня, например, и по регионам то же самое. Якутия огромный регион с огромной историей и специфическим памятником, которым можно сказать, что тут живут многие народы Якутии, которые имеют свое наследие каждый. Это и архитектура, это и могилы, это и священные места, это памятник архитектуры, и каждый из них имеет свою особенность сохранения. Соответственно, на сегодня основные вопросы — это, конечно же, программное обеспечение реставрации и восстановления объектов культурного наследия. Мы добиваемся этого, чтобы мы постоянно занимались этим вопросом, использовали федеральные средства, республиканский бюджет, местные бюджеты, конечно же, и привлеченные средства. То есть вот эта сфера нуждается в постоянной поддержке государства и общественности, соответственно. Но это мы сейчас говорим о материальных объектах. Да. То есть вот памятники природы, они сюда не относятся, условно говоря. Тут различие такое. Мы говорим о памятниках культуры. В чем отличие от памятника природы? Если есть слово «культура», то оно связано с человеком. А если есть слово «природа», то это связано с природой. То есть они иногда совмещаются. То есть многие поколения поклонялись памятникам природы, как сакральным местам. Но тем не менее, если мы говорим «памятник культуры», это как раз сделанное руками человека, мыслью человека. А памятник природы — это действие природы. Ленские столбы — это памятник природы.
Башня Манчары — памятник культуры. А вот с петроглифами тогда в Алекминском районе, по-моему, это что, памятник... Это памятник культуры. Культуры, Что всё. ни на есть, потому что стояла скала, Ага. пришел наш предок, древний человек, и оставил свою подпись. Мгм. И с тех пор это является памятником культуры. Ну, можно считать, что это такой симбиоз творения и природы, и Да, человека. да, да. Николай Афанасьевич, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю программы можно в прямом эфире по номеру телефона 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере Telegram 914 235 05 02. Знаю, вы недавно побывали в экспедиции «Пути великих свершений». Она называется. Какие основные открытия удалось сделать, что не удалось, возможно, сделать, какие впечатления привезли? Да, действительно, это была очень серьезная и, не побоюсь этого слова, опасная экспедиция под руководством Никонова Георгия Дмитриевича, советника главы республики, Владимира Афанасьевича, заместителя председателя Эль-Тюмен, Госсобрания Эль-Тюмен. И вот этот путь показывает, насколько интересно, необычно и масштабна наша республика. Это так до Тикси на машине поехать и вернуться, это так далеко. Когда возвращались в Батагай, приехали в Верхоянск, Санто-Верхоянского района, и мы почувствовали, что почти дома. Это, между прочим, Батагай — это тоже арктический район и не самый близкий район нашей республики. Но, тем не менее, уже почувствовал, что мы уже близко от дома, почти что дома. И, соответственно, это своя особенность. Что можно отметить по пути? Кроме тяжелых условий, дорог, тяжелых дорог, особенностей жилья наших земляков в тамошних районах, то это мы везде встречались с людьми, смотрели музеи, общались с краеведами и так далее. И мы почувствовали, что забота о наследии, забота о культурном составляющем — это очень важная часть по всей республике. Ну, Якутская Арктика, она же очень по-особенному формировалась. И как будто бы туда же там такое большое смешение разных культур, и там же не можно не только один памятник, объект культурного наследия обнаружить. Там же можно отследить практически историю большей части нашей страны. Да, и экспедиция так и называлась «Пути великих свершений», то есть предполагалось, что именно по этому пути шли первые землепроходцы, осваивая огромные территории Арктики, Северо-Востока, Азии и части Северной Америки. Эта экспедиция, она во все стороны уже проходила, в том числе в Нялькан, Аян и так далее. То есть это путь наших первооткрывателей. Какие-то проекты удалось наметить? Да, конечно же. По этому направлению моя задача была изучение памятников старины, изучение еще сохранившихся исторических объектов. Например, в части сохранения мы повесили памятную табличку в доме, где жил, работал Алексей Алексеевич Кулаковский, будучи комиссаром Верхоянского округа в 1917-18 годах в городе Верхоянске. Памятная табличка. Давно хотели, и вот наконец-то совершилось. По пути мы работали в Томпонском районе, в селе Кирис-Халджай, и мы там рассматривали объекты, такие как 2 церкви, 3 дома, где родился, где жил, и последние годы жил герой Федор Хлопков и так далее. Мы слышали об этих объектах, но воочию увидеть и посмотреть на всю эту старину совсем другие мысли подходят. Если раньше мы смотрели на церкви и считали, что их можно восстановить на том же месте, где они стояли, но посмотрев с нашими коллегами, реставраторами и местными руководителями, все-таки мы предложим их перенести на один комплекс, в одно место, и отреставрировать все вместе. Не отдельно церковь, а, например, там есть единственный сохранившийся в республике дом Алампа Сафронова. Ничего себе. Очень интересным объектом является школа 1924 года постройки и так далее. Вот это является очень ценным
комплекс. Но это деревянное зодчество, если Это это... деревянное зодчество, само собой. Действительно же И шедевр в настоящий. идеале получилось бы, если бы наши планы будут реализованы, что появился бы такой этнокомплекс, посвященный памяти героя Советского Союза Охлопкова. Из Арктики давайте в Алдан перенесемся. Знаю, что вы недавно и там проводили большую работу. В частности, приняли решение провести раскопки остатков Бутальского острога. С чем связаны какие-то исторические факты с этим объектом? Я об Алдане знаю, точнее, меня Алдан в свое время удивил верблюдами, которые там в свое время работали на приисках. Тут еще у нас остроги, оказывается, есть. Алдан в историческом плане является одним из самых интересных районов нашей республики. В свое время там работали выдающиеся археологи, исследователи истории Якутии, в частности Юрий Алексеевич Мачанов. И многие открытия были связаны с этим районом. Белькачинский, Алдан-Майский район так назывался, и они шли по этому маршруту. Алдан, потом Алданский район, потом Усть-Майский район, и вот Белькачи, Сумнагин, потом Люктяйская культура. Шли вот по золоту, правильно? Нет, Просто исследовать. по следам древнего человека, скажем так. И, соответственно, это были 60-е, 70-е годы. Мы возвращаемся к тем временам и хотим продолжить их исследования, потому что хотя насчитывается около 50 памятников археологии, но мы едины во мнении, что там еще очень много памятников, которые предстоит открыть. Конечно же, это будет системный подход. Государственной программы, к сожалению, поддерживающей археологии в нашей республике нет, поэтому мы будем опираться на местные власти, на местные компании, ну и будем сами изыскивать и давать определенные средства. Что будет означать? Мы заключили договор и будем поэтапно каждый год, шаг по шагу обследовать территорию Алданского района. И мы в этом году решили начать с территории Бутальского острога 1638 года постройки. Бутальский острог — 17 век. Это 17 век, в течение 17 века один из первых острогов территории Якутии, и он располагался на территории местных родов. Как раз по их родам и называется Бутальский острог. Точно мы сейчас изучаем, где он находился, и есть предположение, где точка его нахождения, и мы будем точно искать. Можем ожидать многого. Мы мечтаем найти там городок со всеми сохранившимися этими. И очень важно, когда острог располагался, но он потом был заброшен. Тогда вся историческая составляющая сохраняется, как мы считаем. Но другая опасность, возможно, в течение времени его могли размыть. Разграбить? Нет, разграбить нет. Размыть реки. Реки. Соответственно, есть риск, но мы будем продолжать работу в этом направлении. Кроме того, это только часть наших задач, потому что у нас есть уже планы изучения Олекнинского района, тоже одного из самых интереснейших районов нашей республики, Олекнинский район и там Лесский район, а там еще и территория Иркутской области. Обследования будут проходить и в Усалданском районе, и в Мегинохангаласском районе. А вот этот Бутальский острог, он, получается, крепость тех, кто шел к Амуру, я правильно понимаю, и к Тихому океану? Или знаете, наоборот? как нам шло освоение территории Якутии, ну и Северо-Восточной Азии в то время, и дальше вплоть до Северной Оно Америки. несколькими направлениями шло, волнами. Это первопроходцы осваивали остроги и шли дальше. А острог являлся центром, где собирался ясак, где шло освоение, покорение местных родов. И он являлся административным, ну, и культурным центром, потому что там и располагались и церкви, и часовни и так далее. И эти места для нас очень и очень интересны. Николай Афанасьевич, у нас есть звонок от зрителей. Добрый вечер, вы в прямом эфире, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Смайского района Ирина. Я бы хотела пожелание свое высказать. Вот в районе IT-парка в городе Якутске, на перекрестке, стоит памятник Георгию Победоносцу. И вот он очень давно стоит неухоженный.
если будет такая возможность, чтобы его покрасили, привели в порядок. Спасибо, Николай Афанасьевич. Давайте что-то ответим. Я подозреваю, что это муниципалитета на балансе. Да, этот памятник находится, он не является объектом культурного Новодел, наследия. условно говоря. Нет, не новодел. Он не является объектом культурного наследия. Новодел — это когда мы копируем старые Я здания, имею в виду уничтоженные. относительно новый, А это да. памятник. Хорошо, ваши пожелания я передам администрации, нашим коллегам из администрации города Якутска, и сам лично пойду посмотрю, как он выглядит. Мы там проводили субботник в прошлом году, и мне он не показался таким заброшенным. Но я в этом году обязательно посмотрю и даже, возможно, проведем субботник вокруг этого памятника. Может быть, на фоне ремонтных работ, которые там проводятся активно уже, я если не ошибаюсь, с осени прошлого года. Мы изучим. Скорее всего. Мы стараемся реагировать на все информации, будь то это объект культурного наследия, будь то это объект администрации города Якутска или любого другого района, стараемся реагировать. И ко дню памяти как раз и посвятим свое внимание этому объекту. Николай Афанасьевич, все прошлое лето следили за активными работами в Мегино-Кангаласском районе, за раскопками. Давайте вкратце, каких результатов удалось добиться. Я понимаю, что, конечно, тот объем работы, который проводили специалисты, сложно уложить, так что называется, в небольшую информацию, но тем не менее. Что удалось достичь? В прошлом году были продолжены и завершены два крупных археологических раскопочных мероприятия. Это по Каландрашвили города Якутска и в селе Хаптагай Мегино-Кангаласского района. По Каландрашвили были завершены вовремя. Мы постарались все рассказать. Там колоссальные, прямо сенсационные находки. И позапрошлом году находки, артефакты, найденные на этой территории, а именно берестяные грамоты, многими специалистами, археологами были признаны главными открытиями российской археологии. И это вот мы про Каландрашвили. Да. И 24 апреля в Музее Северо-Восточного федерального университета 15:00 состоится открытие данной выставки. Мы всех вас туда приглашаем. Всего, что нашли на Каландрашвили. Да. По Хаптагаю мы говорили, что это самые масштабные археологические раскопки близ города Якутска, и постарались тоже привлечь внимание общественности. Там принимали участие более 70 юных археологов и опытных исследователей. Были найдены свыше 8000 артефактов, которые были в рамках конференции по истории Мегино-Кангаласского района подарены музею Мегино-Кангаласского района в прошлую пятницу. Были найдены огромное количество керамики, различных предметов утвари и так далее. Выставка была проведена, и мы еще планируем привезти в город Якутск и показать всем. Но что примечательно и что немного, что сказать, довольно-таки серьезно меня лично огорчило, что было найдено очень мало железных предметов. Мало монет, при том, что по улице Чернышевского мы, когда раскопку проводили, монет было столько, что отдельную коллекцию мы сделали из этих монет. А там совсем мало. Классические находки — это всегда кресты, кольца, монеты, железные изделия, а их совершенно мало. И мы сделали вывод, что этому виной являются черные археологи. И именно их деятельность нас лишила колоссального количества интересных находок и лишила части истории Мегино-Кангаласского района. А их следы какие-то были? Что могут до этого землю раскопать? Следы действия черных археологов это всегда они копают, и обычно, зачастую, когда они копают, они так и бросают, то есть разрытые земли и так далее. Но и почти что полное отсутствие железных предметов однозначно говорит то, что они там очень серьезно поработали. И всегда мы говорим, что к их преступлениям нельзя относиться поверхностно, потому что они прямо так нас лишают многие части нашей истории. Вот если говорить о раскопках на Каландрашвили, на этом самом месте, где сейчас сидите вы, сидели, если не ошибаюсь, год назад археологи, которые приезжали сюда, здесь проводили свои раскопки. И очень сильно меня поразило, даже не берестяные грамоты, которых сюда, конечно, не привезли к нам в студию, меня поразили остатки, осколки фарфоровых сервизов, которые почему-то там находились, и на вопрос, как они сюда попали, точнее, туда попали, собственно, в этот острог, мне никто до сих пор не дал ответа.
Ну, видимо, как-то обменяли что-то на что-то. Конечно. Это мы сейчас думаем, что Якутия была изолированной территорией, прям никто не мог сюда попасть, оттуда туда. А мы считаем, что исследования последних лет говорят то, что Якутия всегда была открытой территорией. Сюда попадали и изделия из Китая, из других регионов, как и изделия из Якутии попадали в Камчатке, потом в Северной Америке и так далее. То есть их можно найти в многих территориях. Соответственно, мы не должны считать, что наши предки были совершенно изолированы. Это не так. Соответственно, проходили обмены, это могли быть торгово-промышленные такие обмены. Например, позапрошлом году в Вилюйском регионе при раскопках места затопления Гестрии были найдены такие нефритовые изделия. Из Китая? Возможно, из Китая. Нефритовые Ну, изделия. нефрит же... Но в Вилюйском регионе нет информации, что добывался нефрит и изготавливался. Значит, туда попали откуда-то. А Вилюйский регион имеет связь с Енисеем и так далее. Поэтому Якутия всегда являлась таким живым регионом. Через территорию Якутии проходили различные рода, и еще доказывается, что именно через территорию Якутии шло освоение американского континента, так называемая дюктайская культура как раз и претендует на эту роль. Ну, сохранность объектов, конечно, поражает. Да. Того, что найдено, того, что экспонируется сейчас и будет экспонироваться в том числе. Да. Николай Афанасьевич, вы сегодня пришли не с пустыми руками, с книгой. Вот она у нас зеленая на столе здесь лежит. Да. Расскажите, пожалуйста, что за экспонат? Наша главная цель, одна из наших главных целей является популяризация нашего наследия. То есть все, что мы делаем, все, что мы стараемся делать, планируем, что получается, мы стараемся рассказать, чтобы держать общественность в курсе наших дел, потому что это именно богатство всех народов Якутии. Мы ежегодно проводим научно-практические конференции в одном из районов. Позапрошлом году провели в Хангаласском улусе, в прошлом году в Амгенском улусе, и вот на днях провели в Янхангаласском улусе, именно преследуя цель привлечения внимания к вопросам сохранения наследия. И вот прямо вчера мы получили вот такое вот издание. Это материалы научно-практической конференции по истории родов Хангаласского улуса. Мы такого рода издания будем стараться продолжить. Туда мы внесли лучшие доклады. Почему лучшие? Потому что они должны отвечать определенным требованиям, они должны содержать научную составляющую и открывать некоторые неизвестные страницы истории нашей республики. Поэтому мы всегда включили лучшие доклады и будем дарить участникам, как участникам конференции, так и библиотекам нашей республики. А также Это начало только, да? Это материалы первой конференции. Можно посмотреть? Материалы первой конференции, и хотелось бы, чтобы это издание было периодическим. Каждый, кто занимается изданием книги, знает, что это огромный труд и огромная проблема поиска средств. Поэтому, когда мы работаем над изданием книги, вот в этом году, в начале года мы презентовали каталог памятников археологии Якутии, выпущенный спонсорами на спонсорские средства. А эту книгу издали на средства Управления культуры Хангаласского улуса и администрации Октемского наследия. То есть это консолидированный бюджет. 335 страниц, объемная. Да, очень объемная. Объемный манускрипт, можно сказать. А также мы постоянно работаем над сохранением священных мест нашей республики. Это очень, очень важно, и в последние годы это направление нашей деятельности является чуть ли не приоритетным, потому что мы все видим, насколько интенсивно, насколько активно осваивается территория нашей республики. И не всегда благоприятно воздействие на наши священные исторические земли. Соответственно, мы их берем под охрану и стараемся о них рассказать. Поэтому археолог, эксперт Минкультуры России Кирьянов Николай Сергеевич практикует издание вот таких вот изданий. Они относительно небольшие, и дешевые. Относительно 500 рублей они стоили. И о чем они? Вот местность Чабыда. Чабыда — это имя младшего сына Тагандархана. И в этой местности, по легендам, он жил. И именно в этой местности были найдены археологические очень хорошие артефакты и могилы. Допустим, вот рисунок, он был найден в одном из надгробных
памятников местности Чабыда. И Николай Сергеевич его и разместил на обложке своей книги. И эта книга рассказывает, какие находки были найдены, кто работал и перспективы работы в этом направлении. И хорошо, что оно является общедоступным, чтобы молодое поколение в особенности уделяло внимание по вопросам сохранения культурной наследия. Николай Афанасьевич, я еще хочу с вами поговорить о очень амбициозном проекте «Серебряное кольцо Якутии». Да. Вот мы знаем, что есть у нас в стране Золотое кольцо, Серебряное кольцо. У нас Да. где? В чем? Ну, в сути я понимаю, что это объединенный какой-то около туристический маршрут, возможно, даже в ближайшем будущем, Да. который объединит несколько точек. Да, это действительно, как вы сказали, очень амбициозный проект. И мы над этим проектом работали последние 2 года уж точно. И знаете, сначала нам казалось, что нам очень легко будет составить маршрут, объявить создание туристического маршрута «Серебряное кольцо» и начать реализовывать. Но когда мы начали изучать опыт других регионов, проблемы инфраструктуры памятников и состояние самих памятников, возможность рассказать о них и так далее, мы все больше углублялись в эту проблему. Очень недостаточно, когда мы скажем, что стоит такой-то памятник, он входит в Серебряное кольцо, идите смотрите. Если мы объявляем о чем-либо и начинаем организовывать, мы должны обеспечить и безопасность туристов, их обеспеченность, допустим, места питания, вплоть до туалетов, да, прошу прощения, транспортировки и так далее. Это очень большие требования. Но вот успех Золотого кольца России, он же как раз таки в развитой инфраструктуре, Да, что называется, сел в одном месте, Да. сделал круг и выехал в этом же месте. Поэтому мы решили подойти комплексно. С движением, совместно с организацией движения первых, они написали грант и выиграли более 100 миллионов 100 тысяч рублей. И этот маршрут над этим маршрутом будут работать наши Дети. воспитанники, дети, совместно с нами, с экспертами, краеведами и с местами. В каждом районе в перспективе появится свой небольшой маршрут по историческим местам, благодаря этому проекту, по этому гранту. Мы в этом гранте будем участвовать каждый год. И когда появятся эти маршруты, мы их объединим в одно большое Серебряное кольцо, которое будет в перспективе иметь свой брендбук, иметь свое приложение. То есть каждый участник будет иметь возможность знать, как туда доехать, на чем доехать, куда обращаться, чтобы туда доехать. Если он подъедет к музею, будь то это Черкесский музей, Сотинский музей, Кангаласский музей, его должны будет встретить, рассказать о памятниках, об истории и так далее. И в конце концов, если он завершит свой маршрут из этих точек, а точек будет или 7, или 10, тоже будет исходить. В сентябре подводятся итоги, и там будет уже ясно. Мы будем награждать участника проекта «Серебряное кольцо» своим знаком, потому что он проделал труд, он рассказал, мало того, что он сам посетил, он о своей поездке рассказал обществу, и, конечно, он сделал вклад в популяризацию памятников Якутии. Но концепт такой, что в рамках вот этого условного кольца можно посетить самые главные исторические объекты нашей республики. Совершенно правильно. Пока мы туда не включили памятники природы, хотя предложение было, но в перспективе... Зеленое кольцо пусть будет. Да, можно. Условно. Да, кстати, да. Потому что авторы брендбука уже предлагали изменить название «Серебряное кольцо Якутии», но мы посмотрим. А почему, кстати, Серебряное кольцо? Серебро — это один из самых уважаемых металлов народов Якутии. Это раз. Два. Кольцо, он имеет специфику свою. То есть это не ожерелье, это не, допустим, серьги, а это именно кольцо. И наш наградной знак в форме именно печатки якутского кольца. Соответственно, мы прибавили туда символы именно народов Якутии и сделали из него. В этом же какая-то философия еще есть. Кольцо, Конечно. символ бесконечности, Да, сансары, да, круговорот да, всего да. на свете. Мы думали над многие названия. Ожерелье, серьги. Но вот
кольцо, но тем не менее автор брендбука уже рассматривает вопрос, может быть, корректировки названия. Но будем работать. Главное, чтобы этот проект был интересен жителям республики. А если почувствуем, что неинтересно, будем корректировать. Ну и в том числе и туристам. Это же огромный туристический потенциал, если это реализовать. Да. Николай Афанасьевич, еще хочу немного поговорить про телемарафон. Наше наследие называется «Амбар Новиковых». Почему именно эта местность? Почему именно «Амбар Новиковых»? В 2019 году глава республики Арсений Сергеевич Николаев начал проект «Сохраним памятники». С этих пор этот проект разросся и начал привлекать общественность. На сегодня, благодаря этому проекту, мы восстановили 54 памятников, как небольших относительно памятников героям гражданской войны, например, бюсты, так и огромных, как башня Манчары, мельница Топчанка, дом Эдуарда Пекарского и так далее. И вот этот телемарафон является частью проекта «Сохраним памятники». Тогда еще была разработана вот такая вот награда, как вы видите, знак участника проекта «Сохраним памятники». Кстати, руководитель НВК «Саха» тоже награжден таким знаком именно благодаря помощи проведения телемарафонов и восстановления ряда объектов. И этой наградой награждаются участники проекта «Сохраним памятники». Почему амбар Новиковых? Это один из таких... Мы, когда начинаем проекты, мы изучаем состояние. Амбар Новиковых, село Эмиса Амгинского улуса, уже разрушается. Он уже идет его постепенное разрушение, и год-два мы его потеряем. Соответственно, ждать уже нет никакой возможности. Он относительно небольшой, то есть его можно отреставрировать относительно такую доступное средство в пределах 2–2,5 миллионов рублей. То есть это не огромная церковь, на которую необходимо будет десятки миллионов вложиться, и которой реально собрать помощь из общественности. Он находится недалеко, соответственно, общая доступность, если мы его восстановим, его можно использовать и в дальнейшем. Проведение мероприятий, как туристический объект, как музей, выставочный зал и так далее. То есть мы решили восстановить этот объект, и мы его восстановим. Начнем в начале июля, завершим в конце августа, и всех жителей пригласим на открытие данного памятника. И уже мы имеем планы по восстановлению по этому проекту дальше памятника. Например, в селе Катанак стоит разрушающийся амбар, оборонный амбар. Или в Хангаласском улусе, местности Кобалах, находится тоже амбар большой. Тоже имеющий историческое значение. Это все объекты культурного наследия. То есть они входят в государственный реестр охраняемых памятников истории и культуры. Ну что ж, Николай Афанасьевич, сезон у вас и ваших коллег предстоит насыщенный, более чем уверен. Еще раз поздравляю вас с наступающим праздником, всех тех, кто так или иначе к этому сообществу принадлежит. И как я и сказал в начале, конечно, хочется, чтобы День памятников был не просто тем единственным днем, когда мы вспоминаем о нашем наследии, заботимся о нем, ну или хотя бы просто протираем с него пыль. Я благодарю вас за интересную беседу, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.